Владимир Маркович, я представляю Координационный совет общественной партии сил Крымско-Татарского народа. Изначально мы приветствовали инициативу ветеранов национального движения, инициативу по принятию закона Украины по реабилитации крымско-татарского народа. Но дело в том, что мы полагали, что для начала нужно все крымско-татарские силы максимально собрать за один стол, собрать на одной конференции и определиться с политической платформой. Определиться в этой политической платформе, что есть для нас Украина, что есть для нас крымско-татарский народ, наши требования определить, согласовать, увидеть наше настоящее в этой Украине и увидеть наше будущее. К сожалению, наша инициатива Координационного совета не нашла поддержки по проведению такой конференции, и мы не сочли возможным войти в организованный фронт. Почему мы с определенной долей осторожности не бросились? Дело в том, что в 2003 году Координационный совет провел работу, большую работу по доведению до сведения Украины, крымско-татарского народа, общественности нашей о необходимости канувшей в небытие вопрос о реабилитации крымско-татарского народа. В рамках этой работы в 2003 году было собрано 35 тысяч подписей крымских татар, ваших подписей, наших подписей, которые были сданы в соответствии со всеми правилами приемной Верховной Рады Украины. Все посольства тогда, 19 посольств зарубежных, были извещены о положении крымских татар. Были проведены встречи в комитете по национальным вопросам. Тогда возглавлялся комитет самым демократическим другом крымских татар, это Удовенко Геннадием. У нас есть полная запись, стенограмма этой встречи, которая очень хорошо характеризует вот этих самых якобы близких к крымским татарам представителей Руха и вообще демократического пласта вот этого украинского политикума. Мы в ближайшее время намереваемся издать эти документы работы Координационного совета, где будет и вот эта стенограмма двухчасовой встречи. И общественность наша увидит на самом деле, как демократически вот этот спектр политики Украины относится к нашему вопросу. Поэтому то, что сделал фронт, то, что сделал Мелиферка, мы воспринимаем это не, понимаете, собственно, все то, что делается, направлено на пользу крымским татарам, нашему народу. Это на пользу. И вот эта акция тоже была на пользу. Но ожидать от Украины и в этот раз у нас не было основания, что это предложение будет принято. Почему? Исходя из очень серьезных факторов. Дело в том, что для решения действительно вопроса о полномасштабной реабилитации крымско-татарского народа необходимо в основополагающие законодательные акты, начиная с Конституции Украины, внести изменения, серьезные изменения. Этого сделано за 20 лет не было в Украине. Более того, в 1998 году, вы знаете, что Украина, Верховная Рада, утвердила Конституцию Крыма, где хотя бы как-то обозначались там наличие крымских татар, наличие их национального языка и их интересов. Все это было выброшено по предложению представителя Руха, да, Зайца такого. И эта конституция полностью направленная в принципе против интересов крымско-татарского народа, на настоящий закон, на настоящий день является основным законом этого государства, который не позволяет реализовать, не позволяет крымским татарам войти в законодательное поле Украины. Поэтому и второй момент.
каденция текущих вот этих депутатов Верховной Рады, как мы все знаем, в октябре заканчивается. Что они нам могут предложить сегодня? Они могут нам предложить числа 15, 13, 16 на заседании Верховной Рады рассмотреть в первом чтении этот законопроект, одобрить его в первом чтении, да, то, что вот это куцее, никому не нужное, показать крымским татарам, что Украина пошла навстречу, а далее до октября практически работы никакой нет, каникулы, и новая каденция депутатов, она начинает заново, с нуля, значит, мы должны обращаться к ним, стучаться и все прочее. То есть, фактически есть угроза, реальная угроза, даже при рассмотрении в первом чтении этого закона, обычного наглого хамского обмана крымских татар, который будет проводиться при ближайшем активном участии Меджлиса и его представителя Верховной Раде Мустафы Джемилева. И также вот этой всей банды, которая представительство в Крымском, этой меджлисовской банды и прочее. Я о чем хочу сказать? То, что есть яд, мы знаем, да, быстрого действия, есть такого отсроченного действия, да? Мы часто принимаем решения, которые вред и большой вред, от которого мы получаем потом на протяжении 5-6 и более лет, да? В 1993 году Меджлис принял положение о вхождении во власть. В 1993 году. Это решение было принято как альтернатива наказу народа и программе наказа народа. Да? Оно было принято, и что? В Меджлис устремилась вся мразь нашего народа, забили себе эти точки, и вот то, что мы сейчас пожинаем, мы пожинаем в законодательной сфере результаты вот того решения 1993 года. Сейчас многие одумались, те, кто были в Меджлисе, кто проводили эти решения, да? Но вернуть эти годы практически невозможно. Невозможно. Сегодня, смотрите, что творится, да? Наша главная надежда, главная сила – это народ наш. Ну, смотрите, что творится, да? Для национального самосознания, для сознания крымского татарина, что творится? 10 лет назад, 5-7 лет назад вышел ряд книг, автором которой является одна маячащая на АТР постоянный историк Гульнара Бекирова, да? Где в книге об истории крымско-татарского национального движения 2 пункта есть в самом начале, что крымско-татарское национальное движение было частью диссидентского движения. Это вот тех, большей частью алкоголиков, диссидентов, да, которые собирались на кухне, у которых возможности не было выехать в США и сидеть там на эти гранты, привязали национальное движение крымско-татарского народа, шерстяное движение. Привязали к диссидентскому движению, да? Это все Кассиоров, гадов этих, отцы которых были в 20-х, резали народы, русских, татар и всех прочих, да? А потом в 37-м были расстреляны, как исполнившие свое дело. Да, были среди диссидентов, не диссидентов, а правозащитников, надо диссидентское и правозащитное движение разделять. Но мы видим, лидер одной известной организации крымско-татарской, он и сегодня говорит, что он диссидент, гордится этим. И мы пожинаем эти плоды. Второй момент в этой книге был то, что Крымская АССР не была изначально национальной республикой крымских татар, национально-территориальной. Вторая ложь, которая бьет по нашему самосознанию, которая закладывает бомбу в нашем самосознании, в сознании молодежи, которой здесь нет практически. И сегодня это историк, с позволения сказать, на АТР сидит и изливает эту ложь, грязь эту, выполняя заказ тех, кто ей это оплачивает. И народ не возмущается, народ слушает это, и мы тоже слушаем в том числе. Последнее. Мы сегодня здесь услышали, я услышал в очередной раз, о
коренных народов Крыма. Вы знаете, ни в России, ни в период Российской империи, политика которой была крайне враждебна крымско-татарскому народу, ни в период советского периода и тем более после депортации, никогда нигде не говорилось о коренных народах Крыма. Говорилось о крымских татарах, как об одном коренном народе этого полуострова, который сложился здесь в нацию, не приехал сюда, допустим, не переселился сюда, как, допустим, караимы, крымчаки и прочее. Понимаете? При всем моем добром отношении к представителям караимского населения и крымчакского населения, да, не надо идти на ложь, не надо идти на ложь и на сделку со своей совестью и закладывать бомбу очередную под будущее крымских татар. В Крыму один коренной народ, это крымские татары, который сформировался здесь. У нас все отобрали, включая имя наше. Зачем мы сегодня создаем фонд, который называется Фондом коренных народов Крыма? Фондом коренного народа одного, крымских татар, и больше нету здесь коренных народов, не имеющих права претендовать на статус коренного народа полуострова. И это из нашей среды, из наших дружественных партнеров. Так скажем, не надо повторять 93-й год. Последнее, да, буквально. Я свое объяснение скажу того, почему сегодня и в зале, и почему наше движение, нам Бузымари Гетамас, не находит поддержку в принципе, не только наши. 70% сегодня крымских татар не участвуют ни в каких выборах по Крыму. Ни за Меджлис, ни за ряд организаций, да? У меня такое объяснение. Все мы находимся в плоскости демократического спектра крымско-татарских организаций, включая Меджлис, включая Координационный совет, включая Милиферка, включая все. Мы хотим быть демократами. Мы иногда хотим демократами быть больше, чем демократична Украина. Но надо действовать адекватно. Надо мыслить адекватно и поступать адекватно. Сегодня мы видим, что Украина далеко не демократическая страна. В этой стране, имеющей многоконфессиональность, многоэтничность, да, сегодня нету этого обозначения. Все мы сегодня украинский народ, скопом и это, да? Но когда обделять кого-то, тут же обозначается, что можно обделить крымских татар, и можно не восстанавливать и не представлять его интересы и прочее. Знаете, мы много можем говорить, и мы говорим о Меджлисе, о их лидерах и прочее, да? Что такое Меджлис, что такое Мустафа Джемилев, Чубаров и прочее, да? Это ноль, это ничто. Если бы не политика Украины, обозначенная, возможно, в секретных постановлениях, возможно, в секретных протоколах концепции национальной безопасности Украины, мы ее не видим, мы с ней не знакомы. Почему весь цикл правительства, руководства Украины, начиная с Кравчука, коммуниста Кравчука, и дойдя до Ющенко, супердемократа, относятся одинаково к крымским татарам. Относятся как колониальная власть, как колонизаторы, и как люди, которые поставили цель уничтожить крымско-татарский народ, стереть его с этнокарты Украины. Возможно, вот это и есть, что основа политики, заключенная, принятая концепцией национальной безопасности, возможно, там и обозначается это, потому что все режимы демократические, коммунистические и прочие. Вот сейчас 20 лет прошло, и украинский политикум вернулся к кучмизму, который мы все прошли, да? Вот то, что мы сегодня имеем. Я заканчиваю, да. У нас только остается одно предложение. Мы должны рассмотреть, мы должны собраться и очень хорошо продумать вот ту основу, ту идеологическую основу, ту политическую платформу, которую мы должны принять. Возможно, нам так и надо дальше работать, как мы работаем. Возможно, нам надо заявить, что мы, крымские татары, этнос, имеющий право
на восстановление нашего доколониального статуса, то есть независимость, право на независимость, крымско-татарский народ имеет право на независимость. Почему мы говорим всегда автономия, автономия, автономия? Что такое автономия? Это возможность только в рамках этого государства решать вопросы, если бы мы были в рамках России или в рамках Украины. Мы имеем право, а все другое и не татарское население Крыма имеет право с крымскими татарами решить вопрос, как им жить, какие устанавливать законы и как видеть свое будущее. Давайте мы об этом поговорим. Давайте мы соберем эту конференцию. Давайте. Может, нам придется заявить о создании правительства в изгнании. Может быть, если нам это не нужно. Надо об этом поговорить. Поэтому я прошу прощения. Поэтому наш статус такой сегодня Координационного совета. Поэтому мы больше многого не ожидали от этой инициативы, хотя мы поддерживаем стремление то, что сделала Миниферка и фронт, и то, что оно делает.